Так, технику мы накормили. Техника одна покушала. Вторая техника покушала. Санек, ты поел? Таня тоже кушает. Конфетку ем. Тоже конфетку ест, углеводы. Мы с Саньком тоже дома поели. Ничего не... Поели? Чай попили. Поели. Все, собрались на рыбалку. Минус 32. Сейчас минус 33 уже. Сейчас посмотрим, сколько. Так. Таня, шапка где была у тебя? Минус 33, все верно. Вот такая у нас сегодня экстремальная рыбалочка. Минус 33 градуса. Сейчас едем сколько? На 3 дня. Так, шланг выдернули. Наконец-то мы все-таки выехали. Сколько мы уже? Почти месяц не ездили, да? 3 недели точно? Ну да. Надеемся, что рыбалка будет удачной. Первого поехали, да? 4-го приехали. Ровно 20 дней. Вот оно счастье, приближается потихоньку. Километр за километром. Все ближе к счастью. Ура, ура, ура! Уже 34. Чем дальше в лес, тем больше морозу. На улице уже начало светать. Мы едем. Пока полет нормально, нет, уже видно, вон что светает. «34 градуса. О, мы экстремалы, а? А как на снегоходе-то ехать, а? Придется останавливаться, греться, прыгать, чай горячий пить. Чай это точно. Без чая никуда. Опа-на! Уже 35. Ягодка опять. Кто ягодка опять? Мороз, ягодка. Мороз, ягодка опять. Скоро мы как ягодину будем, блин. В машине уже сидишь, ноги замерзают. Да-да-да, ягодинки-то свои, мы сегодня свои позамерзаем, блин. Позаморозим. 36. Это уже конец фильма. Куда едем? Может, вернемся, пока не поздно? Днем потеплее. Я надеюсь, это последние морозы этой зимы. А что, холоднее не было? Какое сегодня марта? 23 марта. Минус 36 градусов. Мне кажется, холоднее не было еще в этом году. Зиму, говорит, перезимовали, еще осталось весну перезимовать. Еще весну осталось перезимовать, все верно. На улице уже почти светло. Одно радует, с каждым метром мы приближаемся к заветной цели. К речке, нашей речке. И не беда, что 36. Зато у нас надежда есть. Ну что, стабильно 36, уже полчаса езды. 36 градусов мороза. На улице светает. Скоро солнышко встанет. Холодина. Давай в машине сидеть будем, а? Давай. Пока градусов 30 не будет. Жалко, что нельзя на машине доехать до места, а? Если на машине до места можно было доехать, все бы доезжали. Ну да. Смысла нету тогда. Ладно,
будем ехать дальше. Минус 36. Так ничего и не меняется. Собачку завели. Глушим машину. Все, приехали. Как собачка тебе в мороз работает, а? Тяжело. Бензину покушает, наверное. Бензину похавает. Ну да. завелся, нормально. Видишь, надо это, ну как называется, чехол. Кожух, купить, ну. да. Конечно, чтобы тепло не остывало. А, Чехол будет, так на минуту теплее, не надо. И легче ехать. Мороз, не тяжело ехать. Так, ящик ставь. Я не знаю, все готовы? Да, давай. Минус 36. А сила у нас еще есть. Поехали туда. Сами не знаем куда. Итак, друзья, наконец-то мы к 10 часам добрались до места. Сколько? 7 часов ехали, да, получается? С 3-то? Да. 7 часов ехали. Ехали. На реке полная попа, жопа, или как можно назвать. Называйте как хотите, но вон что творится на реке. По колено снега, и там сплошняком вода. Еще по колено, вон что творится. Дошли до местечка, вон везде вода. Вода, кругом вода. Морозы 36 градусов не могли заморозить, потому что снегу много. Снежная шубка есть. Одеяло, матрас. Спальник. Вот так вот мы ехали. Промучились, конечно. Сначала намерзлись, потом потели. Так, немножко запечатлю себя. Это я сейчас буду буриться, буду рыбачить. И вы все это увидите, если мы, конечно, что-то поймаем. Но мы надеемся на клев. Правильно? Иначе зачем мы сюда приехали? Смотри, с чего я начинаю рыбачить, Саш. У Сани была одна поклевка. Но он ее благополучно прозевал и больше пока не клевало, да? Я хочу начать с тяжелой артиллерии. Вон, такая вот блесна. Видно, нет? Вон. А вдруг здесь щука есть? И потом она будет перекусывать, да? Сначала пройдусь пару лунок хотя бы. Если щука, если она голодная, все равно возьмет, правильно? По крайней мере, здесь как-то обрывы были. Что-то у нас рвало. О. Жду и надеюсь, что наконец придет тот час, когда щуренок навестит нас. Но если окунь ее долбанет, я потом ничего не знаю. Окунь я ловил здесь на блесну поменьше, конечно. Но на такой точно нет. Нету здесь щуки. Полчаса прошло, полет никакой. Ни одной поклевки. Пробовал блесной, тишина. Сейчас закинул балансир. Он такой с отводным поводочком на мормышку. Правда, леска очень толстая, где-то 2,5. Но тоньше смысла нет на балансир. Пусть лучше не будет клевать, чем будет рвать. Пока тихо. Будем искать дальше. Саш, что ты делаешь? Корм кидаю. А так Хочешь рыбу накормить? У нас тут нету здесь. Его тяжело загонять.
А, не тонет. Хотя и груз хороший, видишь, все равно не дает, сюда не дает. Ужас, сколько воды. Ужас, я столько воды еще не видел здесь. А? Смотри, да, полчаса порыбачили, а истоптали все уже как лоси, блин. Так. Вот такой вот кормачок. Видно, нет? Не знаю. Вот такой вот. Когда я рыбачил возле родного села, искал хариуса, братья Приходько мне предложили выслать кармак. Давай мы тебе, говорит, вышлем кармак, а то смысл искать хариуса. Вот. Заплатил я 350 рублей за пересылку. И через недельку ко мне пришел вот такой кормачок. Сейчас первое испытание. Правда, не на Печоре, но на лесной речке. Но здесь место не совсем как у лесной речки. Здесь плесик такой с ямкой. И здесь в единственном месте, где клюет окунь, плотва. Ну, естественно, может клюнуть и хариус, потому что речка харюзовая. А так, по большому счету, здесь в основном приезжают рыбачить плотву и окуня. Кто-то ловит плотву. Мы хорошо как-то попали на окуня. Посмотрим. Посмотрим, что нам даст это место, эта прикормка и вообще эта речка сегодня. Пока тишина. У Саньки первая поклевка. Возле прикормки кто-то подошел. Давай. Я тут тебе площадку пока утаптываю. У меня вроде бы не крупная мормышка. Дернула? Ну-ка давай, сделай первую рыбу. Сделай, Санек. Надо же стакан чая выпить. Рюмку чая. Я вот на балансировании ничего не дергает. Значит, это плотва, что ли, так дергает? Да, плотва. О, нифига себе. Дергает? Да? А тут мормышка крупная, тут большой. Ну-ка на стоячку попробуй. Проверять, на марш хватило, да. Малявки же здесь нету? Кто его знает? А, малявка-то. Малявку не выкидывай. Я сейчас жерлицу поставлю сразу. Малек, да? Блин. Куда дал? Дай сюда. Прямо здесь же и поставлю, недалеко, не отходя далеко от кассы. Потом, может, хищник подойдет. Вот она, наша первая рыбка. Вот она. Гольян. Так, где дыра-то у нас? Здесь, вот здесь? Здесь тоже дыра. Сейчас сюда мы ее и поставим. Блин, как это болото мне достало уже. Наступить некуда. Пока площадку не вытопчешь. Опять провалился. С ума сойти. По такой речке мы еще не рыбачили. Вот что значит неделю снег валил, да? Малявочку цепляем под жабры. А, где ты? Нормально. Под жабру отснул, через бошку вышло. Через глаз. Ничего, запах крови приманит ее.
Я так думаю, если здесь щука есть, ну да. А? Достал? Да-да-да, ты в бассейн ее закинь туда. Санька еще одну малявку поймал. Хоть мальков наловим. Да-да-да. Вот так вот. Ловись, рыбка, мала и велика. Ловись, рыбка, велика и велика. Ловись, рыбка, всяко и всяко. Только не бяка и только не кака. Все. Так, блин, до Санька надо сходить. Еще его на малька куда-то поставить. Так. Балансир не берут. Опарыши не берут. Попробуем вот такую вот вишенку. Видно, нет? Вишню с червячком. Вот таким вот червячком. Вот. Будем пробовать на нее. Да. А посмотрим. О, вес такой хороший, добротный. Бэмс. Бэмс. Этой мормышкой можно на Печоре в легкой рыбачить на течение. Красота, я так думаю, будет. На Харюза. Здесь что-то пока тишина. Ну-ка, Сань, кого поймал? Окунек? О, первая рыбка. Час рыбалки, первая рыбка. Один окушок есть. Это уже радует. Есть рыба в этой луже. Хорошо взял или как? Саня не знает, как он взял. Он сам пришел. У меня брат пришел такой, ну домой заходит, нам. Его спрашивает: Андрей, на улице ветер есть? А, не знаю, не заметил. 3 километра пешком пришел. Не заметил. От своего дома до нас там 3 километра, ну примерно расстояние. Не заметил, Я лишь ведь. не знаю, не заметил. Есть ветер, нету. Это все, что останется после тебя. Ну вот, единственный окунь за 3 часа. Рыбалили, сколько мы лунок? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ты там сколько сделал? И там я сделал где-то лунок, наверное, 6. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ну, около 30 лунок пробурили, в этой каше бурились. Поймали вот весь улов. 2 ёршика, окушок и 2 малявки. Поставили 2 жерлички на них, которые благополучно молчат. Сейчас меняем место дислокации и уезжаем на другую речку. Ну, речка та же, ну, место другое. Место Километров, наверное, 15-20, наверное, точно, да? Сюда ехали с такой надеждой, что мы что-то поймаем. Тут клюет окунь, тут клюет плотва, тут есть щука. Тут нормально мы ловили, но, как говорят, восточный ветер, да? Ничего не помогает, не помогли ни прикормки, а прикормка стояла одна, вторая, ну вот здесь вот ёршик клюнул. Там вот окушок, все, нету рыбы. Нет, рыба есть, может, клевать не хочет. Так что меняем место дислокации. Эх, ничегошеньки-то у нас не получилось. Ничегошеньки-то у нас не получилось. Ехали сюда с такой надеждой, а в итоге хрен собачий. Ладно, пойдем дальше посмотрим, что там.
Дело было вечером. На речке делать было совершенно нечего. Поклевок сегодня мы так и не увидели. Зато встретились с друзьями. Сейчас поедем в избушку и будем отдыхать. Будем надеяться, что завтрашний день не будет. Что мы только не пробовали, ничего интересного у нас не получилось. На реке вода, снегопады сделали свое дело. Морозы 35 не смогли это заморозить, так что мы не едем, мы плаваем. Температура от минус 36 тупо превратилась в минус 6. Вот этот перепад, минус 30 градусов, видать, сделал свое дело, что рыба не клюет. Ну никак не клюет. Хариуса не увидели мы, ни одной поклевки. За целый день поймали одного окуня, 2 ершей и 2 малявок. Так что увидимся завтра на реке. Надеюсь, завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний. Но день прошел не зря, мы топтанули дорогу немножко. Завтра подмерзнет. И надеюсь, мы завтра не будем плавать, а будем все-таки немного ехать. До завтра, друзья. Вот и друзья наши. Едем мы в избу. Как бы то ни было, что бы то ни было, мы в лесу, и это главное. Здесь мы отдыхаем душой и телом. Несмотря на то, что руки устали, ноги устали, Мухтар наш устал, все здорово, все великолепно. Потому что мы на рыбалке.